Всем привет, дорогие друзья! И здравствуйте! Это наша еще неизвестная рубрика новая. Мы рассказываем о том, что мы сделали, проделанную нашу работу и то, что у нас запланировано на дальнейшем. Я заведующий молодежки КПРФ, первый секретарь ТРО ЛКСМ, и я расскажу вам о том, что мы с молодежкой, с нашим активом проделали. Мы активно участвовали в наших памятных датах, значимых. Это 155-летие со дня рождения Ленина, возлагали цветы. Это на 9 мая также возлагали цветы. Участие в параде приняли самая активная масса, поскольку из нашей молодежки было более 70 человек. Провели ряд субботников, провели третью лекцию по счету. У нас идет некий активный наплыв новеньких, поэтому приходится повторять раз за разом на лекциях, но повторение – это мать учения. И также ведется активная работа по народному референдуму, расклеиваются плакаты, делаются опросники. Из культурных мероприятий у нас прошел стендап на днях. Второй наш стендап. Постараемся также более активно молодежно участвовать, идти в ногу со временем. Что из намеченных планов я вам расскажу. Это, разумеется, снятие документального фильма от нашего ЛКСМ, от нашего комсомола. Полностью от и до будет в любительском формате. Он будет поднимать именно значимые проблемы среди молодежи, социальные проблемы. Второе – это проведение спортивного турнира. Мы сейчас рассматриваем либо баскетбол, либо волейбол, потому что в баскетболе мы уже проводили. Мы хотим попробовать новый формат провести волейбол. Это уже вопрос того, насколько активно у нас по республике играет именно данный вид спорта. И, наверное, самое значимое еще – это красная дорожка. Он будет идти в формате показа мод, именно переосмысление нашей тувинской моды. И основная наша задача – это провести именно благотворительное мероприятие. Все деньги уйдут в фонд нуждающимся. Да, у нас работа только началась, но она началась очень активно. У нас уже много активных ребят. Нас ждут летние каникулы, поэтому все наши комсомольцы уходят активно на работу, на заработки, подработки. Сейчас у нас стоит основная проблема – это борьба с именно работодателями. Очень частая проблема, что у нас в Кызыле очень плохо относятся к подросткам, как к рабочей силе, так скажем. Их права часто нарушаются, им недоплачивают, рабочие часы не соблюдаются, поэтому мы будем активно вести именно в том направлении. А сейчас я передам слово моему коллеге Денису Павловичу. Ну что, пацаны, работа продолжается. Я сейчас видео запишу, скажу, давай. Что было, что будет. В общем, прошло 1 мая, мы дружненько своей командой прошли это шествие. Ну, было довольно-таки интересно, мощно. Весь город, вся республика наблюдала, как коммунисты, как трудовые коллективы прошлись на 1 майское шествие. На 9 мая мы, наверное, единственные, кто шли с большим количеством знамен Победы, поддержали бессмертный полк, также среди наших там, коммунистов, комсомольцев, также ребята шли с изображениями своих ветеранов Великой Отечественной войны. Если говорить о дальнейших планах, ну, дальнейшие планы – это и турнир по волейболу, уже Батый Евгеньевич об этом говорил, и по стритболу, шахматный турнир, футбольный турнир. Это все мы планируем провести летом. И да, не забываем 1 числа, День защиты детей. Мы обязательно, как и из года в год, поедем по домам ребенка и обязательно сделаем сладкие подарки. Ну и вообще навестим, повеселим детишек, которые сейчас находятся в сложной жизненной ситуации. Если говорить уже о депутатской работе, то есть позитивные новости, в частности по Коахему. Благодаря тесному взаимодействию с администрацией Коахема получилось добиться, чтобы поставили детскую площадку в районе Серебрянки, возле улицы Узорная. Также уже на протяжении 3 лет добивался, чтобы поставили бесхозные сети на баланс. Их наконец-то поставили, осталось дело за малым, чтобы водоканал
взял на обслуживание эти сети, линии. Ну и вообще очень много позитивных ответов, и стараюсь отрабатывать по тем обращениям, которые обращаются ко мне люди. В общем, движемся, работаем. Ну, это самое малое, что я сейчас готов поделиться с вами. Ну, это была его, наверное, все-таки больше общественная часть работы. Политический блок мы оставили мне, дорогие друзья. Ну, на самом деле, очень много мероприятий, в том числе и то, что съезд у нас у Надежды России прошел, и то, что ребята недавно ездили по полям, синий трактор едет нам, у него та-та-та-та-та песенки поет, в Танды ездили, короче, садили картошку. То есть это отдельным блоком, мы еще для этого сделаем большой сюжет, вы об этом обязательно увидите. Ну что же, очень важным вопросом является политическая часть, потому что каждый зритель, кто увидит это видео, подумает, у нас КПРФ что, занимается только общественно полезными мероприятиями, а где же политический блок, где требования к власти, где отстаивание интересов малоимущих, где вообще тезисы коммунистов. Друзья мои, об этом я вам обязательно сейчас скажу. На телеканале «Красная линия» прошло большое интервью с лидером КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым, и мы, безусловно, парни, не могли на планерке не отметить его тезисы, сказанные лидером нашей партии Геннадием Андреевичем Зюгановым, повторюсь. В частности, смотрите, дорогие друзья, тезисы, мы отдельно их выписали, это и является политическим блоком. Власть пытается присвоить победу 1945 года, отделив ее от коммунистов и социализма. Вот такой тезис Геннадия Андреевича. Как мы его видим? Победа – это итог ленинско-сталинской модернизации, а сейчас власть пытается представить победу без социализма, без Сталина и Ленина. Это фальсификация истории. Второй тезис. Провластный антисоветизм мешает сплочению народа. Пока антикоммунизм и антисоветизм сочатся из всех репродукторов, никакого подлинного народного единства не будет. Пятая колонна продолжает разрушать нашу страну. У нас пятая колонна сидит, которая не желает нашей победы. В политике, экономике, в медиа она отравляет страну ложью. Олигархат богатеет во время СВО. В ходе 3 лет войны олигархат продолжает богатеть. Миллиардеров стало еще больше, и никто из них не хочет платить нормальные налоги. Происходит системный саботаж в экономике. Если бы власть хотела победы, она бы обеспечила ее именно в экономике. А пока буксование и бессистемность. Власть боится настоящей идеологии победы. Им страшно признать, что победу одержал не капитализм, а советская власть и коммунистическая партия во главе со Сталиным. Либерально-олигархическая модель себя исчерпала. Путин призвал на Валдае к чему? Капитализм зашел в тупик. Так чего же мы еще толкаемся в этом тупике? Власть не способна говорить и продвигать профессиональные кадры. Нельзя управлять Россией, не имея тысячи квалифицированных людей в каждом регионе, а у них только показуха. В России очень важна чистая политическая конкуренция, но где она? Они все пытаются подмять под себя, не понимая, что честное соперничество – это основа развития нашей страны. Из уст Геннадия Зюганова прозвучала критика политики Запада и упрек российским нашим правящим так называемым элитам. Запад хочет разорвать нас изнутри, но мы сами им помогаем, продолжая разрушать: первое – идеологию, второе – систему и третье – кадры. Разрыв с народом – главное поражение власти. Пока подлинное государственное чувство, основанное на правде и справедливости, заменено различными пиар-компаниями, народ не пойдет за такой властью. Люди все видят, люди все чувствуют, люди все понимают. Стратегический союз с Китаем, дорогие друзья, мы считаем очень важным. И помимо Геннадия Андреевича Зюганова, так считает Денис Павлович Деницов и Тамдунул Батый Евгеньевич, наши парни. Мы считаем это действительно альтернативой. И вот это так называемое понебратство с западными странами, с их элитами, которые мы наблюдаем в современной России уже просто десятилетия. И огромный респект, большое уважение нашим братьям из КНДР, которые, несмотря ни на что, пришли на помощь нашей стране и с честью, с совестью, с огромным достоинством исполняют общий такой долг между братскими, партнерскими странами. В данный момент мы ими являемся. Не наши там братишки слева, справа, да, не наши так называемые бывшие, а именно КНДР. Респект тебе, Северная Корея. Что?
Ты правда, простите. И последнее. Дорогие друзья, сплочение нашего народа возможно только на социалистической платформе. Только на основе справедливости, дружбы, социализма возможна победа и наша общая с вами свобода. А буржуазный национализм и олигархия ведут страну в тупик. С вами сегодня были я, Роман Тамоев. Я Антон Евгеньевич. И я, Денис Ильич. Подписывайтесь на канал Республика, еще обязательно увидимся. Всем пока. Пока.